Сердечно приветствуем всех, прелестно, с нами всегда интересно. Мы дарим вам третье занятие нашего проекта «Менем Жазбам. Мое письмо. Обучение незрячих письму по системе Геббельта». О человеке можно многое сказать по его поведению, по его манере одеваться и по почерку. У незрячих, изучающих письмо по системе Геббельта, со временем тоже сформируется свой почерк. У некоторых буквы могут быть строгие, ровные, а со временем и круглые, с петельками дополнительными. Это также зависит от творческого воображения незрячего, который пишет по системе Геббельта. Могут быть более жирные линии, более тонкие, письмо более продавленным или вообще не продавленным с обратной стороны листа. А теперь давайте я вам покажу и расскажу, каким образом я прочитала записку, которую мы видели в занятии номер 2. Это читающая машина, которую получают инвалиды по зрению по программе индивидуальной реабилитации. Мы ложим журнал, она работает по принципу сканирования. Кстати, эта машина воспроизводит только текст книжный, газетный, журнальный или написанный от руки, но печатными буквами. Вот это она сейчас отсканировала. Текст, написанный прописью, она не прочитает. А теперь послушаем. КДР-1, Карагандинская областная СПЕНГИ. Для незрячих, библиотекарячих и слабовидящих граждан. 6 граммов атика. Тактильные рукодельные издан. ТТ. Спецбин. Жал для слепых. Специалистов и по зрению. Караганда, 2012. Читающая машина – это альтернативное решение, если рядом с вами нет заботливых глаз. Прочитать квитанции, аннотации к лекарствам и так далее. Если у вас ее еще нет, позаботьтесь о ее приобретении. Дорогие друзья, а теперь давайте я вам подскажу, как определять, пишет ли ваша ручка или нет. Сначала попробуйте ее расписать на листочке. Она вот должна вот так легко кататься, как будто бы под шариком в маслице, как масляный. Но бывает такое, что ручка очень пишет жестко, и такое ощущение, что стержень ее просто скребет, и вы можете подумать, что она не пишет. Как еще один способ проверить, пишет ли ваша ручка или нет? Может быть, это не эстетично, но это очень практично. Нужно бумагу поднести к носу. У каждой ручки есть специфический запах чернил, у любой, даже не душистой. Еще такой совет. Всегда имейте под рукой влажные салфетки, когда пишете письмом Геббельта. После того, как вы проверили, пишет ли ваша ручка или нет, возможно, и бывает прикосновение носиком к бумаге. Поэтому для надежности обязательно протрите нос. И когда вы пишете долго в приборе ручкой, то часто указательный палец левой руки, если вы правша, тоже может быть запачкан чернилами либо ноготок, либо краешек пальца. Поэтому мы берем тоже салфеточку и оттираем. Запачкались вы или нет, но для надежности это лучше сделать, чтобы не попасть в какие-то недоразумения. Алгоритмы следующих 13 букв. Буква С. Соединяем последовательно первую, четвертую, шестую, третью точки. Буква Д. Соединяем последовательно, без отрыва ручки от бумаги, шестую, первую, третью, шестую точки. Буква П. Неполный периметр клетки. Соединяем последовательно шестая, четвертая, первая, третья точки. Буква Х. 2 диагонали. Сначала проводим линию с шестой в первую точку, потом резко отрываем ручку от бумаги и с третьей в четвертую. Буква З. Сначала покажется сложной буквой, но ничего сложного нет, когда появится она у вас в практике. Соединяем без отрыва ручки от бумаги последовательно и очень осторожно. Четвертую, первую, пятую, вторую, шестую точки. Буква Е. Первая, четвертая, шестая, третья точки были последовательно и соединяем пятая, вторая. А букву Ё в письме Геббельта лучше исключить. Буква В. Последовательно без отрыва ручки от бумаги. Первая, четвертая, шестая, третья, вторая, пятая, первая. Обратите внимание, буква В адаптирована к клетке. Она не совсем похожа на обычную плоскопечатную В. Следующая буква Ж. Алгоритм буквы Ж очень схож с буквой Х. Шестая, первая, отрываем ручку, третья, четвертая и очень осторожно соединяем седьмую с девятой точки. И краткая. Схож с алгоритмом буквы И. Четвертая, шестая, первая, третья точки и точечку в районе седьмой точки ставим. Мягкий знак.
Ну, нетрудно догадаться, да? Наверное, вы уже принцип поняли письма системы Геббельта и можете сами сориентироваться, что проводим без отрыва. 4, 6, 3, 2, 5 точки. Буква Б. Последовательно соединяем 1, 4, 6, 3, 2, 5 точки. Вот она может быть у вас квадратной, а если появится опыт, нижнюю часть вы можете закруглять. И буква Г очень легко и просто. Начинаем с 6 точки. Соединять последовательно 6, 4, 1 точки. Из этих 13 букв у нас получились слова гвозди. Кстати, буква Д тоже адаптированная, как вы заметили. Это просто такой треугольничек своеобразный. Жесть, полба, каша такая, помните, вкусная, между прочим, худой. Домашнее задание. Первое. Если у вас есть читающая машина, максимально ее используйте. Если она нуждается в настройке, то обратитесь в нашу библиотеку к тифлопедагогу-реабилитологу, он обязательно ее настроит. А если у вас нет читающей машины, то постарайтесь приобрести по программе индивидуальной реабилитации. Второе. Перепроверьте все свои ручки. Научитесь корректно и эстетично определять, пишет ли ваша ручка. Третье. Из 25 изученных букв пишите как можно больше слова, тексты, послания, поэмы. В общем, их хватит вам, чтобы выразить какую-то информацию. Четвертое. По возможности в комментариях напишите, какая буква у вас получается красивее всего в письме по системе Геббельта. Мы не видим, но мы пишем, и вы нас понимаете. И это замечательно. Ваши комментарии и лайки будут оригинальным украшением нашего проекта. Спасибо за внимание, будьте здоровы, до новых встреч!